Замечательно. Я вот про эту рабочую группу, по-моему, Василий Митрофанович сказал, да? Я не слышала, потому что вот я вчера явно увидела межведомственные нестыковки. Ну вот как я когда-то про детей-сирот говорила, когда, значит, все ведомства отказались, он ничем. Вот такое же бывает и здесь, к сожалению. Вот ни одному ведомству вот этот объект не нужен, но он получается ничем. И если к ним предъявать претензию конкретному органу власти или управления, он говорит, нет, вот у меня прописано, оно не мое, а чье? Вот та же самая несчастная эта дамба, которая ничья, и за пределами которой строят рядом. И это вообще опасность при, как сказали, что Кубань, она не такая спокойная всегда бывает, выходит из берегов. Ну, а раз межведомственные и межвертикальные нестыковки, значит, а где деньги, Вась? Кто платить-то будет? Вот поговорили мы вчера, да, вот, пожалуйста, информация есть по этой береговому, опять забыла, как называется, неважно. Значит, в кадастре этого нет, информация есть, ее нужно, нет, Кубань, это я помню, я забыла, как это называется. Нет, не Акватория. Значит, вот, урез воды. Значит, нет ее в кадастре. Информация есть. Для того, чтобы ее в другом формате подать, как нынче это требуется в законодательстве, каждый чек теперь у нас заносится в закон Российской Федерации. Как ответить на этот чек? Нужны деньги, а и кто даст? Или, значит, вот то, о чем говорил Василий Митрофанович, а вчера нам рассказывал Роман Александрович, прокурор этого района, который я тоже не могу запомнить, как называется, ваше название сложное. Он. Значит, что дальше? Что вот по этому делу? Да, возбуждено исполнительное производство против 2 муниципалитетов. Они нищие. У вас регион дотационный, что там про муниципалитеты говорить? Я, честно говоря, не знаю, сколько надо, чтобы вот эту штуку срыть, между ними вот эту дамбу. Но не думаю, что это 1 миллионом обойдется. Понимаете? Вот когда... Я абсолютно вас не осуждаю при этом. Вы выиграли дело, это ваша задача. А деньги где брать надо? Куда смотрели при этом муниципалитеты, когда это все туда складывалось, и вот эта дамба воздвигалась? В принципе, она должна была смотреть, поскольку это их правомочия. Ну, с другой стороны, могу сказать, а река это уже нет, это федералы, пускай они смотрят. Понимаете, вот это вот не стыковка полномочий приводит к тому, что вроде все есть, а вот чего-то не хватает, ну прям по Райкину. Ну и последнее, что я хотела бы сказать, мы будем разбираться, я думаю, что мы систематизируем вот то, что вы сегодня нам тут принесли, наговорили, и все это, видимо, записано где-то, да? Да? Свои рекомендации мы вынесем, но мне бы что хотелось сказать, вот то, о чем говорили уже коллеги. Если бы было взаимопонимание лучшее и информативность большая между органами государственной власти и муниципальными в том числе, и общественной частью вашей республики, то есть гражданским обществом, я думаю, что очень многие проблемы, они бы снимались еще не начиная. Мой лозунг: включайте в свои советы Бринихов с маленькой буквы, то есть всех вот таких вот неуспокоенных людей, которые хотят хорошего, не хотят плохого. Может быть, не совсем правильно выражают, что они хотят, но на то вы и государственные мужи. Все, спасибо большое. Сейчас, прошу прощения. Во-первых, может быть, кто-то из представителей официальных структур хочет еще выступить и ответить на некоторые вопросы. Пожалуйста, будьте добры. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Мне бы хотелось прокомментировать ряд вопросов. Колесников Сергей Витальевич, начальник управления природных ресурсов республики. Хотелось бы начать с водоохранных зон. Значит, 26-й статьей Водного кодекса Российской Федерации часть полномочий Российской Федерации передана на исполнение в субъекты, в том числе и полномочия по установлению границ водоохранных зон и выносу их в натуре и установлению на местности. Эта работа, хотелось бы вас проинформировать, Республика Адыгея выполнена первой из всех субъектов Российской Федерации. Вот сколько в Российской Федерации субъектов, первой выполнила Республика Адыгея. Кстати, хотелось бы сказать, что у нас 3145 километров запроектированных и вынесенных в натуру
с помощью 227 значит, информационных знаков. Для сравнения, вот Ставропольский край, он насколько больше Республики Адыгея, а водоохранных зон, там проектирование порядка 800 километров где-то, а у нас 3145. Значит, то, что касаемо конкретно по Тахтамукайскому району, это все запроектировано, начиная с 10 по 14 год. Водоохранные знаки, наверное, на местности вы видели, когда вчера выезжали. Кроме того, хотелось бы что отметить. Значит, работы выполняются органом государственной власти субъекта, значит, выполняемые за счет субвенций. Они выполняются на основании утвержденного федеральным органом власти, а именно Росводресурсом, технического задания. Значит, по утвержденному техническому заданию постановка на кадастровый учет там не значится. Расходовать мы можем только целевым образом деньги на те полномочия, которые прописаны в техническом задании. Поэтому Республика Адыгея эти функции выполнены в полном объеме. Кроме того, мы передали по своей собственной инициативе один экземпляр проекта, значит, по водоохранным зонам в органы государственного кадастра. Просто передали письмом сопроводительным, отдали для работы. Значит, по свалкам хотелось бы прокомментировать видение, значит, со стороны органов госвласти. Значит, на сегодня в республике велась